Репрессии китайской администрации против турок-уйгуров, проживающих в Восточном Туркестане, продолжают усиливаться. Согласно сообщениям, переданным уйгурскими активистами, Абенин Эйюб, исламский ученый, заключенный в тюрьму китайским режимом около 7 лет назад, скончался в тюрьме из-за жестокого обращения и болезней. 96-летний Абенин Эйюб был имамом мечети в городе Атуш в Восточном Туркестане в течение почти 30 лет. Китай, который продолжает сносить дома, построенные в уйгурском этническом стиле под предлогом реновации старых кварталов в оккупированном Восточном Туркестане, объявил о планах снести и переоборудовать еще 3696 построек в этом году. По данным китайского пропагандистского агентства Goddaq Network, Управление по надзору жилищным строительством и городским развитием так называемого Синьцзянь-Уйгурского автономного района в Восточном Туркестане обнаружило, что режим Коммунистической партии Китая планировал снести и заменить 3696 построек в центральном городе Урумчи в этом году под предлогом замены старых и опасных домов в 5 районах. Китайский режим начал испытание новой высокотехнологичной буровой установки высокого напряжения на месторождении сельскохозяйственной нефти с целью более интенсивного использования природных ресурсов Восточного Туркестана. Как сообщает China Petroleum Gazette, 28 января китайская нефтегазовая группа China Petroleum and Natural Gas Group испытала первое буровое оборудование высокого давления, пригодное для автоматического бурения на глубине до 12 тысяч метров на месторождении БОС, расположенном на месторождении сельскохозяйственной нефти. В новом исследовательском отчете, опубликованном канадской исследовательской организацией Citizen Lab, говорится, что более 100 контролируемых Китаем интернет-страниц в Европе, Азии и Латинской Америке представляют себя как местные новостные сайты и вызывают подозрения своим разнообразным прокитайским контентом, вводящим в заблуждение восприятие и плохо ориентирующим общество. Как сообщает «Голос Америки», пропагандистские материалы, опубликованные Центральным агентством пропаганды Китая, размещаются на контролируемых Китаем интернет-сайтах в 30 странах. Контент публикуют местные информационные агентства и официальные китайские СМИ. Министерство обороны США заявило, что ведомство определенно не хочет, чтобы жители Газы страдали от возможных военных нападений Израиля на город Рафах в Газе. Джозеп Боррелл, глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза, выступил с призывом к Соединенным Штатам пересмотреть свою военную помощь Израилю в связи с многочисленными жертвами среди гражданского населения в войне в Газе. Министр иностранных дел Японии Камикава Йоко встретился в столице Фиджи Суви с министрами и высшими руководителями 18 стран-участниц форума Тихоокеанских островов. Согласно заявлению, на встрече Япония и страны Тихоокеанских островов жестко отреагировали на давление и односторонние попытки изменить статус-кво в регионе с помощью силы.